Ножки какие здоровые. Ничего себе. Вы даже не представляете, как я первый раз встречаю такой гриб с такими ножками. Вот смотрите. Столько уже набрал. Как туда подобраться-то? Нормально они спрятались. Всем привет, ребят. Завел машину УАЗик. Сейчас поедем к речке. И также пойдем на лодке на охоту. Будет сегодня вечерняя зорька. Проверка озера проверим. И знаете, еще взял ведро, буду собирать лисички. Помните, в прошлом походе я видел эти лисички, одно место. Давайте сходим до туда. Если никто не собрал, там у одного спрашиваю, одному говорю, другому говорю, что-то желания особо нету у мужиков. Короче, сегодня я схожу, проверим. Если будет, соберем. Если нету, будем собирать в другой раз, в другом месте. Просто сейчас не знаю, когда еще у меня получится на первую избу съездить. Поэтому я записываю это видео, ребят. Вам приятного просмотра. Давайте съездим. Посмотрим, какая охота и грибалка будет. Тулан бесится. Понимая, что я еду, придется потерпеть. Ну все, я загрузился. У меня бушлат, рюкзак с ведром и оружие. Топливный бак и мотор Микацу 9.8. Смотрите, какая погода шикарная. Дожди прошли. У нас дальше идут хорошие дни. Хорошие — это солнечные, без дождей. Ну, примерно вот такая погода, ребят. Честно говорю, очень приятно. Наверное, будут уже скоро заморозки первые. Посмотрим. Все буду снимать, показывать. Сейчас немножко пусть поработает. Буквально пару минут. И уже на средних оборотах также поедем. Почему на средних? Кто первый раз на канале. У нас река очень мелкая. Очень мелкая. Кругом коряги, песок. Скажем, быстро, когда едешь, может ударить, и винт можно сломать, или еще что-то неприятное может случиться.
стоянка. А, вот она. В прошлый раз я тоже здесь останавливался. Вот тут. Прибыли. Опа. Сейчас я быстренько переоденусь, возьму рюкзак и пойдем. По пути проверим озера и пособираем грибы, если они есть уже. Вот. Шикарная погода. В прошлый раз дожди были, сегодня вообще кайф. Каждый раз, ребят, я что-то забываю. Сегодня я забыл фонарик. Так что до темна не будем бродить. По светлу, чтобы приходить. В прошлый раз от реки я пошел вон туда. И, короче, заплутал. Пришлось такой круг сделать. Оказывается, от реки вот тропинка напрямик идет. Прям к озеру. Даже видна тропинка. Так что сегодня сразу к озеру пойду. Никого нету. Сегодня никто не взлетел. В прошлый раз вот тут кряква была. Сегодня пустота. Проверил второе озеро. Там уже недалеко конец. Никто не взлетел, короче. Вон они. Ё-моё, 4 штуки. Прикинь, 30 метров от меня. Я оттуда, в ту сторону, так хорошо смотрел. Не заметил. Пипец. Что ты будешь делать, а? В траве сидели или где они? Обычно круг еще дают так. Взлетели вот тут. Что ты будешь делать, а? Вон с того угла наблюдал. Наверное, возле берега они. Не заметил, короче. Волны, ничего не было. Поэтому начал бла-бла-бла и на тебе. Улетели. Сейчас не поленюсь, до туда схожу, примерно там посмотреть, смог бы я их оттуда увидеть или нет. Так, если я до сюда пришел бы, отсюда тоже обзор хреновый. И автоматом сразу теряется тоже. Гуща леса. Вот, видели, как стена? Тоже обзора нету. Они вон там сидели. Пошел бы я до сюда. Вот отсюда, если посмотреть, здесь более-менее. Вот отсюда, если только вот можно было их увидеть. Да, они, наверное, на берегу были. А отсюда уже все, обзор тоже теряется. Да, после боя кулаками не машут, короче. Вот тут они были. Вот. И думаю, они были на берегу, потому что оттуда я их не видел. Когда они просто сидят, они вообще невидимые. Хорошо, когда они кормятся. Вот, блин, на этом озере уже второй раз спугнул уток. В прошлый раз одна была, где-то вот тут тоже, наверное. И сегодня вот 4 штуки тут были, тоже кряквы. Значит, здесь любят сидеть утки. По весне здесь чучелами надо
Но хреново долго не открываются озера. Ну что, пускай летают, встретимся еще. В ту сторону уже не буду идти, они крякали там, распугали всех. Пойду на третье озеро. Да, шанс был, но непонятно, увидел бы я их или нет. Вот он, лисички, ребят, возле самого озера. Вот. Сейчас еще схожу дальше. И там тоже лисички. Это сейчас на днях свежий выход. Прошлый раз этого не было. Вон они. Сейчас я озеро еще проверю тут. И дальше сходим. Какое прекрасное озеро тут. Чучело раскидать, и по утру можно сидеть тут. Вообще здорово. Такой поворот хороший. Ножки какие здоровые. Ничего себе. Вы даже не представляете, как я первый раз встречаю такой гриб с такими ножками. Он прям... Я даже не знаю, как оторвать вон. Вот так он выглядит. Смотрите, ребят. Еле оторвал. Вот он, красавчик такой. Просто красотища. Я здесь пока оставлю. На обратном пути возьму. Тут прям здесь оставлю. Вот. Надеюсь, не забуду. Даже красноголовик подосиновик нашел. На протяженности всего вот такой заросли, стена такая. Если только вплотную заниматься утиными охотами и вот так срубить такие коридорчики каждые хотя бы 200 метров. Просто не подойти к озеру и ничего не видно. Ну вот, ребят, дальше сегодня не пойду. Сейчас зайду в лес, тропинка пойдет в лес. Если там никто... Блин, вон, смотрите, какие волны от рыбы. Сперва тут было. Вот. И одним словом схожу к лисичкам, где вот лисички видел. К той поляне. Если будет грибы, я пособираю грибы. И по этой тропинке обратно буду возвращаться. Здесь ближе к лодке будет, чем обойти. Там очень далеко. В прошлый раз я вам это все показывал, снимал. Здесь в основном пихтачи, я смотрю. Кругом пихты. И подсады, крупные деревья. Так. Здесь тропинка теряется. Она вон туда надо идти. Вот кругом пихты. Прям обалденный запах. Вы, наверное, многие покупаете пихтовые веники. Советую всем. Потому что когда паритесь пихтовыми вениками, очень вкусный запах. Ну, я почти уже дошел. Вот тут должна быть где-то поляна. Я ведро взял 5-литровое. Сколько наберем. Я вообще не хотел сюда уже приходить. Но, знаете, думы всегда меняются. Постоянно новые мысли идут в голову.
Вон, как морожка. Так и никто не приходил сюда. Вон, бери не хочу, ребят. Их просто очень много. Вот, пожалуйста. Новый, старый выход. Вон он. Все это я буду, самое хорошее буду выбирать и собирать. Вон там еще, помню, должны быть. Для чего удочка? Как-нибудь другой раз покажу. Сегодня не повезло. Так, ну что, начнем с малого. Начнем с малого. Вот. И какие-то грибы, скажу вам, не очень хорошие. Вроде похоже, что гриб подморозило. Может, заморозки тут были. Очень даже похоже на то. Видишь, тут как много. Они какие-то... Не понимаю, что с ними случилось. Но новый выход тоже, в принципе, есть. Надо выбирать. Вот здесь все надо выбирать. Но они мелкие еще. Мелкие. Только-только вот начали выходить. Вот. Гриб сам по себе тоже на любителя. Как бы... И некоторым очень нравится, а некоторые никак привыкнуть не могут. Но зато интересно собирать. Просто от этой сборки грибов просто вот балдеешь. Потому что червей нету. Они всегда издалека видны. В куче. Вот так собираешь и идешь дальше. Вот. Тут тоже прям на тропинке есть. Вот так и собираем. Я думал, тут целое ведро, ребят. Рассказывал, показывал, на много грибов негодных оказалось. Просто они, вот здесь вот вся пачка, просто они негодные. Без ружья тоже идти, как бы вдоль озер. А вдруг повезет, вот куда быть. Плохие не буду брать, только хорошие. Вот смотрите, столько уже набрал. Много негодных, конечно. Что поделаешь. Шляпка такая маленькая, вот. Ножка такая вот. Здоровая, блин. Вот поэтому, ребят, я и жду осень. Вот это дары природы, что брать. Ну что сказать, ребят. Там я все проверил. Оказалось не так много, как казалось.
это... Иду обратно. Там еще возле озера одна кучка. И еще один, получается, подосиновик еще нашел. Так, ну а по количеству сейчас покажу. Вон он. Ну, знаете, вот 1,5 литра, грубо говоря. Я думал, там все 10 будет. Ну, видишь как. Очень много плохих там оказалось. Негодные какие-то вот, ну, явно, наверное, здесь подморозило немножко. Как видите, я собираю грибы. И сегодня тема будет, пускай, не даже больше грибная тема. Охота, как видите, без выстрела пока. А про грибы я немножко поговорю. На днях тоже я ходил за черникой. Там я собирал чернику и грибы. И там шел разговор у меня, что я приготовлю, как же это называется, не подлива, а как же это-то, сейчас помню, включусь. Блять, 100 метров прошел, пока я вспоминал. Соус. Я говорил, что я приготовлю грибной соус. И я действительно попробовал, приготовил. И сейчас скажу, мне понравилось или нет нашей семье. Что я собрал? Полностью я сварил. Отварил сперва гриб. Потом немножко воды осталось. Я туда добавил лук. Также отварил. И чуть-чуть только вот, знаете, вот жидковатое жаркое получилось. Жидковатое жаркое. И все это я пропустил не через миксер, я там перепутал, а через блендер, который вот такой посуда, как чашка, и там нож. Мелко-мелко, короче, ну, этим, короче, сбил. Одним словом, получилась вот такая вот бурда из гриба. И туда я еще добавил, сейчас помню, майонез. Все, больше никаких специй, ничего. Ну, надо было еще, конечно, чеснок добавить, но я чеснок не добавлял. Грибы, лук, соль, майонез. В принципе, получилось нормально. Знаете, вот даже похоже на икру, получилось как икра. Крупнозерная, как у, как сказать, если вы пробовали когда-нибудь у более крупной рыбы, вот крупный хариус, или же, да, крупный хариус примерно такой, прям под зубами вот чувствуется, на языке, под зубами, вот это чувствуется. И один раз я приготовил, второй раз, наверное, я не буду готовить. Я приучен, как бы, просто обычные грибы жареные есть, с картошкой, без картошки, с луком обычным. Вот так я лучше буду готовить, и мне так вкуснее. Ну, где-то мы, вот Викторовна, Никита и я, мы съели, вот я жарил котлеты и макароны. Как говорил, вот то и блюдо я приготовил. Ну, съели мы где-то больше половины. Что у нас получилось, мы больше половины съели. И все. Но такой сытный получился ужин, ребят. Ну, я ложками просто ел вот этот соус. И как-то, ну, очень сытно получилось ужин. На другой день у нас осталось еще вот полтарелки, наверное, вот этого соуса так называемого, но так мы и не съели. Можно было, конечно, и так просто с хлебом съесть, но вот этот гриб пошел у нас тулан тоже, ну и между прочим он есть, ну там вкусно получилось, в принципе. Надо, знаете, я бы что сделал. Вот через блендер я пропустил, но надо, наверное,
как-то, чтобы еще меньше получилось, как пюрешка. И чуть-чуть надо, чтобы больше было пожиже. У нас получилось чуть-чуть густовато, во-первых. И не так, как я задумывал. Как-то вот чуть-чуть по-другому. У меня представление было не так, как хотелось. Ну, получилось не так, как хотелось. Вот, знаете, вот мы были один раз в ресторане в Сыктывкаре, где вот Вычегда, я не знаю, как называется, где Вычегда напротив ЦУМа, чуть дальше от ЦУМа. И там мы заказывали, я лично заказывал лапша вот с таким каким-то соусом. Там просто обалденный соус. Просто вот, мне даже, знаешь, вот за это вообще не жалко денег. Как бы оплатить, вот, бывает, ерунду купишь, а сумма большая выходит. А эту лапшу я съел с удовольствием. И если я там еще буду, я еще буду заказывать. Там интересный соус понравилось. Лапша. Вот примерно вот так пытался что-то делать. Грибной соус. Получилось какое-то вот грибное жидковатое пюре. Но крупнозерное. Вот, ну, блендер не так сделал, как мне хотелось. Вот. Но это вы сами попробуйте, может вам понравится. Мне вот хотелось, я попробовал. Или знаете, вот надо вот как-то грибной соус, чтобы был, как же это там, пожиже, вот как бы, знаешь, вот заливая, чтобы на пюрешку, на макарошку вот это все залить. У нас, ну, блин, вот чуть-чуть гуще получилось, гуще. Вот. Ладно, идем дальше, ребят. Люблю я болтать в одиночку. Вон он, пацанчик, дождался меня. Ну, здравствуй, гриб. Сейчас я лишнее уберу. Лишнего, я смотрю, и тут нету. Да нет, что-то почернело тут совсем. Да, вот так. Вот так сделаем. Ну все, там еще одна пачка у нас получается лисички. Хотел выключить. Вон. Случайно увидел. Я этого вот отсюда нашел. Где-то вот здесь, наверное. Там еще два. Опачки. Как туда подобраться-то? Нормально они спрятались. Парни. Комцумер. Давай, иди сюда. Ой, блин. Неудачно. Ой. Вот это да, ножки какие-то совсем толстые у них. Вот. Хорошечный. Этот тоже ништяк. Вот тебе и грибалка получилась. Прикинь, случайно заметил. За деревьями там. Уже прошел, ребят. Я и смотрю, где-то тут должны они быть. Прошел и случайно заметил. Еще несколько метров бы и все, хана. Вот так. Но тут мало их тоже. Блин, я ожидал, что больше наберу. Видишь, как вышло. Ну еще вот здесь пособираю. И пойду к лодке. Красивый закат. Просто обалденный. Вон оттуда я иду.
До конца озера еще мне надо идти. Тишина, ребят. Сегодня безоблачно, без дождя. Вообще погода изменилась резко. Лодка у меня там стоит. А тут еще тропинка вот туда идет. Но она вдоль реки. Кругом поднимается так. По осени интересно вот так. Бродишь. На реке присматриваешь вот так. Да нет. Здесь заканчивается, смотри. А нет, почему? Можно и там идти. Ой, как же хорошо. Вот это закат сегодня. Туман уже над рекой образовалась. Ну, образуется вот так немножко. Ни одного выстрела тоже не было. Вот так все выглядит, ребята. Вроде река большая, но воды в нем нету. Совсем высохла, к сожалению. Красота. Ладно, сейчас я, короче, заведу мотор и поеду обратно домой. Хороший поход получился. Смотрите, сколько я набрал грибов. Опять же без выстрела, но будут еще выстрелы. Не волнуйтесь. Пока перелета утиных вообще нету. Тепло на улице. Ладно, ребят, буду заканчивать. Все показал, как было. Набрали грибов. Уток нету. Ждите новые фильмы. В дальнейшем также буду снимать для вас. И показывать. Вот так работает Микатки 9.8. Чуть сбавим обороты. Это минимальный оборот. Сейчас немножко погрею и погнали. Пока. Давайте. Ждите новые фильмы.